Разрешите, товарищ майор? Заходи, капитан, присаживайся. Товарищ майор, из действующих снайперов остался один Николай. Но сегодня прибыло пополнение. Среди них снайпер. Девушка. Хорошо. Пусть работает с Николаем в паре. Посмотрим, на что она способна. Разрешите идти? Разрешаю. Разрешите, товарищ сержант? А что за метки? Каждая метка — это убитый фриц. Фиалка, прием. Я земля. Фиалка. Ефрейтор Мусаева. Подтверждаю координаты. 1-4. Точка. Да, Вас вызывает 4, полковник. точка. Да, Есть? 4, точка. Пройдемте. 7-0. 2-4. Разрешите, товарищ полковник? Ефрейтор Мусаева, вы сбили немецкий самолет, не зная, что такое зенитка. Поверь мне, зенитка – это твое. Итак, бойцы, с этого момента вы зенитчицы. И если вы не уничтожите вражеский самолет до того момента, как он не сбросит бомбу, вы погибнете. Есть вертикальная наводка. Сюда вставляется кассета. В кассете 4 снаряда. 120 выстрелов в минуту. Также есть горизонтальная наводка. Эта зенитка у нас ножной пуск. Но бывает и ручной пуск. Понятно? Так точно. Ефрейтор Мусаева, Я. ваш подвиг в прошлый раз вдохновил нас всех. Служу Советскому Союзу. Ну что, бойцы? Лейтенант Байрамов. Тамара, КПП-ға жаңа учетчик келді. Лейтенант Байрамов. Такой симпатичный. Товарищ полковник, прибыл новый летчик, лейтенант Байрамов. Есть, товарищ полковник.
Здравия желаю, товарищ лейтенант. Ефрейтор Мусаева. Вас ожидает командир полка, полковник Бубков. Разрешите вас сопроводить? Разрешаю. Есть. У нас пополнение. Знакомьтесь. Лейтенант Байрамов. Майор Савченко. Лейтенант Байрамов. Летовченко. Итак, лейтенант Байрамов успешно закончил Свердловское авиационное училище. И с этого дня он у нас летчик штурмовой эскадрильи. Товарищ старший лейтенант. Я, товарищ полковник. Распределите лейтенанта Байрамова в один из домов в деревне. А утром ознакомьте его с самолетом. И обеспечьте также всем необходимым. Ответственность на вас. Есть, товарищ полковник. Майор Савченко, Я, товарищ полковник. скажите, ефрейтор Мусаева готова заменить зенитчицу Медведеву? Готово, товарищ полковник. Ефрейтор Мусаева и ее группа успешно прошли тренировки по зенитной стрельбе. Вчера ефрейтор Мусаева своевременно обнаружила и уничтожила вражеский истребитель. Да, я в курсе. Значит так, товарищ майор. Завтра утром лейтенант Байрамов вместе с группой зенитчиц под командованием ефрейтора Мусаевой пройдут испытания. Все ясно? Так точно. Все свободны. Есть. Разрешите идти, товарищ майор? Ефрейтор, давайте сначала устроим товарища лейтенанта. Вы тем более, по-моему, земляки. Вы же из Киргизии? Я азербайджанец, товарищ старший лейтенант. Но мы родственный народ. Түздер. Тура. Лейтенант Байрамов, сегодня можете отдыхать, завтра покажете в небе, на что способны. Так точно. Ефрейтор Мусаева, Я. подготовьтесь к завтрашнему учению. Всегда готова, товарищ майор. Хорошего отдыха, товарищи. Ну что, ефрейтор, устроим товарища Байрамова? Да, пройдемте. Здрасте, бабаль. Ребята, пришли. А я комнату подготовила, картошечку отварила. Проходите, проходите, проходите. Здравствуйте. 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 Как поживаете-то? Нормально, сынок. Все хорошо, нормально. Пожалуйста, вот, кушайте. Бабаль, это Алдаяр. Будет служить у нас. Ой, очень приятно, Алдаяр, очень приятно. Огурчики, ребят. Разрешите. Огурчики. О, бабаль, дайте кружки. Сейчас. Вы садитесь тоже. Присаживайтесь. Спасибо, спасибо. Сынок, я забыла, как зовут тебя. Алаяр. Можно я буду тебя Леша называть? Конечно. Ну давайте. За победу, за родину, за нашего орла из Дальнего Кавказа. Верно. За наш дальний родной край, за семью, за родителей, за близких, за мир, за жизнь. Давайте. Правильно говоришь, Тамара. Сегодня мы здесь, а завтра уже и нет. Поэтому надо жить. Ради победы, ради Родины, ради любви. Сынок, ты что не кушаешь? Давай, кушай картошечку, огурчики кушай, сынок. Спасибо Тебе за сил заботу. набираться надо, Всё, кушай. Да. Летчик Дима, зенитчица Ксения еще вчера были мы живы, а сегодня уже нет. Кстати, Тамара, а жених тебе написал? Нет. Напишет, дочка, напишет, и глазки наши сразу засияют, потому что любовь, ее даже война не сможет убить. Правильно говорите. Как у нас в Кавказе говорят, любовь – это могущественная сила. Но нашим матерям и девушкам вовсе и не место на войне. Ваши нежные руки не автомат должны держать.
а колыбель качать. Правильно говоришь, лейтенант Байрамов. Ну давайте. Расцветали яблони и груши, поплыли туманы над рекой. Выходила на берег Катюша, на высокий берег, на крутой. Выходила на берег Катюша, на высокий берег, на крутой. Не геройствуй! Моя задача научить, твоя слушать! Я летаю как дышу, иначе не могу. В бою не как дышишь, а как прикажут. Понял? Понял, товарищ майор. Куда? Приказываю вернуться! Байрамов! Что это было? Хотел доказать, что я готов. Ты доказал только одно, что ты упрямый. Ну что, боец жди. Пришло твое время. Видишь того офицера? Ликвидировать. А я тебя прикрою. Давай, девочка. Стреляй. Отходим. Наши самолеты летают со скоростью 285 км в час, а у немцев 625 км в час. Поэтому вы должны стрелять не по той точке, где он находится, а на упреждение. И не забудьте учитывать скорость ветра. Это очень важно, иначе ваш снаряд цели не достигнет. А теперь задание. В какую точку вы будете прицеливаться, если самолет движется со скоростью 565 км в час? Разрешите? Промахнешься. Взяла слишком далекое упреждение. Хорошо. Разрешите? А вот ты, Тамара, все правильно и рассчитала. Твой снаряд цели достигнет. Разрешите? А у вас наоборот, расстояние короткое, снаряд просто не долетит.
Товарищи офицеры, советская армия начала наступление по всему фронту. Но до полной победы еще далеко. Сейчас обстановка на фронте временно стабилизировалась, и враг наверняка вынашивает коварные планы. И поэтому мы должны быть готовыми ко всему с земли и с воздуха. По нашим данным, танковая дивизия, она испытывает очень большой дефицит дизельного топлива. Поэтому я приказываю отправить дизельное топливо эшелоном под прикрытием зенитчиков. Кого предложите? Товарищ полковник, я бы предложил поручить это задание группе Мусаевой. По данным разведки, дорога в этом районе пуста. Я предлагаю выдвигаться незамедлительно. Начинайте сегодня же. За безопасность маршрута отвечает разведка. Смирно. Здравия желаю, товарищ капитан. Кто такие? Предъявите документы. Мы из инженерной роты. Свободны. Есть. Товарищ капитан, прошу предъявить и ваши документы. Вы не имеете права требовать документы у старшего по званию. Бросай оружие! Бросайте оружие! Лежи! Быстро проверь того! Понимаете? Лежи! Я отдам вас всех под трибунал! Он мертв! Отнесите сюда! Свяжи его! Отпустите меня! Отпустите! Я сказал, отпустите меня! Стоять! Товарищ лейтенант, этих двоих я уже загрузил в машину. Этого куда? Туда же. Пошел! Товарищ лейтенант, а вы тоже заметили, что они диверсанты? Ну, конечно. Товарищ лейтенант, а вы отличный разведчик. А вы где-то борьбой занимались? Видно, что приемы все поставлены, действуйте быстро. Отец научил. А, повезло вам. Спасибо. Товарищ полковник, на связи Ворона. Товарищ полковник, разрешите доложить? Ваш приказ выполнен. Эшелон только что отправлен. Есть. Конец связи. У нас выходной, Том. Давай сходим.
Ну хотя бы посидим, пожалуйста. Товарищ ефрейтор, наш замполит, ну отпустите нас, пожалуйста. Девочки, у берега опасно, понимаете? Нет. В прошлый раз мы сбили немецкий самолет. Взяли летчика в плен. Том, ну не упрямься, пожалуйста, давай сходим. Ну когда еще такой день будет? Ну, пожалуйста. Пожалуйста. Ну, давай. Пожалуйста. Ну ладно. Девочки, вот было бы сейчас мирное время, я бы искупалась. Ой, тут, наверное, глубоко. Я глубины не боюсь, Тамар. Ты что, забыла? У нас реки ведь глубокие. Мы там купались с тобой. Да, я помню. А я воды не боюсь. Что-то на душе неспокойно. Влюбилась? Какая любовь? Что это вообще такое? Я никогда не влюблялась. Война еще закончится, еще успеешь. Ой, девочки. Ну все, давайте. Девочки, прячьтесь! Настя, ложись! Дуся! Предупреди наших скорее! Только будь осторожна! Поняла? Товарищ лейтенант! Товарищ лейтенант! Там немцы! Юрченко, Чучмай, остаетесь здесь, остальные за мной! Бойцы за мной! Настя! 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 Настенька! Очнись! Открой глазки, Настя! 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 Пожалуйста, нет! Настя, нет! Настя! Держись, Тамара! Очи страстные, очи жгучие и прекрасные, как люблю я вас, как боюсь я вас, знать увидел вас я в них в добрый час. Ох, недаром вы глубины темней, вижу траур вас по душе моей, вижу пламя в вас, я победное. Товарищ майор, группа разведчиков по вашему приказу прибыла. Доложите обстановку. Товарищ майор, за последние 10 дней убиты наших 5 снайперов, 3 офицеров. По характеру огня и почерку работает немецкий снайпер. Наша попытка вычислить его пока безуспешна. Факты достоверны? Да, работает целеустремленно. Товарищ майор, разрешите? Необходима контрснайперская операция. Какая? Дадим дезинформацию, что якобы возле старой школы в Гуймовке состоится сбор высшего командования. Снайпер обязательно придет. А мы устроим засаду. Разрешите, товарищ майор? Николай, займешь основную позицию? Есть. GD, обеспечишь прикрытие. Есть. В этот раз он от нас не уйдет. Вот здесь. Мы устроим ему засаду. Приказ ты знаешь. Надо кончать с ним.
Всех снайперов, 5 наших офицеров здесь положил. Пойдем. Товарищ сержант, мне кажется, засаду надо устроить здесь. Нет, засаду устроишь ты. Вон, видишь, что здание? Там твое место. А вы в это время где будете? Я буду рядом. Главное, не выдавай себя. На рассвете будем здесь. Я чувствую, он здесь. Займи позицию и не высовывайся. Я пойду на ту крышу. Товарищ сержант, но вы же там как на ладони будете. Отставить разговоры. Коля! Выполнять приказ. Он уверен, что я один. Сейчас он покажет себя. А ты не промахнись. Я верю в тебя, девочка. Das ist eure beste Schütze. Стройся! Равняйсь! Смирно! Равнение на середину! Товарищ полковник, эшелон с дистопливом прибыл. В сопровождении зенитчиц. Командир расчета ефрейтор Мусаева. Вольно. Вольно.
Отличная работа. Замаскировали так дистопливо, что я даже сразу не заметил. А вы откуда будете? Из Советской Киргизии, товарищ полковник. Посмотрите на эти танки. Они собраны на средства киргизского народа. Товарищ полковник, капитан Курманалиев прибыл по вашему приказу. Курманалиев, примите вот ту боевую машину, собранную на средства киргизского советского народа. А вы сами откуда? Из Советской Киргизии. Так вы, значит, земляки? Так точно. Разрешите идти? Идите. Полтобаев, Я. берешь Мартынова и в штаб получать задание. Товарищ лейтенант, разрешите с ним? Почему? Мне с ним нужно быть. Хорошо. Hi Hitler! Herr Hitler, wir haben Probleme. Seit neuestem setzen die Russen Nachtjäger ein, geflogen von Frauen. Nennen sich Nachthexen. Nachtbomber. Haben unseren Einheiten schon ziemlich Verlust zugefügt. Und stell dir vor, geflogen nur von Frauen. Von Frauen? Ja. Von Frauen? Ja. Unfassbar. Wem sagst du das? In der Nacht ist doch keinerlei Sicht. Naja. Wir fluchten Nachthexen. Naja, das ist nicht unser einziges Problem. Ein weitaus größeres Problem ist es, dass in letzter Zeit unsere Offiziere von einem sowjetischen Scharfschützen einen nach dem anderen abgeknallt werden. Unsere Hauptaufgabe muss sein, diesen zu beseitigen. Was denkst du? Ich schlage vor, den Sitten Halbkopfeld vor 10.000 Reichsmark auf den Kauf. $10.000 Reichsmark, sagst du? Naja, ist eine gute Idee. Veranlasst das Notwendige. Und seh mir ja nur zu, dass der beste Ass Scharfschütze auf ihn angesetzt wird. Herr Leutnant, auf den Erfolg! Na denn, ausführen. Jawohl. Hi Hitler! Herr Hitler.
Менин мээримдүү Тамарам. Мен Берен менен маанилүү тапшырмага баратам. Мен кайгылууга бара алдым. Берендин жубайы төрөттөн кийин оорудан каза болуптур. Кызы жалгыз калыптыр. Бирок бул кабарды мен азыр досума айта албай койдум. Тапшырмадан кайтып келгенде гана кабарлайм.